С 2019 года в рамках реализации проекта образования в топливно-энергетическом колледже открыто 5 мастерских по строительному направлению. Сегодня к ним прибавилось еще 3 площадки. Это эксплуатация кабельных линий электропередачи, интеллектуальные системы учета электроэнергии и обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики. Все 3 аудитории предназначены для занятий с будущими электромонтажниками и электромонтерами. Данная мастерская называется «Кабельные линии электропередач». Возможностей на самом деле очень много появилось, так как закуплено было очень дорогостоящее оборудование. То есть на сегодняшний день мы можем обучать студентов непосредственно в стенах нашего колледжа. Это столы называются верстак. Инструменты – это разного рода инструменты, начиная от кабелереза, заканчивая обычным шуруповертом. То есть здесь ребята будут производить что? Соединение муфт, соединение кабелей между собой, как ответвительными муфтами, так и соединительными муфтами, заливными муфтами, многоразовыми муфтами и так далее. Объем работы на самом деле очень большой. А это вторая аудитория. Здесь студенты изучают работу умных счетчиков. Благодаря этим мастерским образование в СУЗах выходит на новый уровень современных стандартов. Ребята изучают всю работу на практике. Все данные находятся здесь. Допустим, на один квартал он устанавливается, и сидя дома вы можете через онлайн посмотреть, сколько вы потратили, какая у вас задолженность, где у вас уходит утечка. Также это видит оператор. Поэтому они сейчас в других регионах пока этого нету. Национальный проект образования реализует по линии Минобра России. Поэтому открытие каждой мастерской курируется и региональным министерством. Заместитель министра образования и науки республики Ахмед Парагульгов отметил, что сегодняшнее открытие является важным событием для всей республики. До конца 2024 года в республике планируется открытие подобных мастерских в количестве 36 единиц. Их задача – это материально-техническое обеспечение учебного процесса с целью повышения конкурентоспособности профессионального образования. На наш взгляд, это весомый и очень значительный вклад вообще в экономику и страны в целом, и в частности республики, поскольку позволяет повышать конкурентоспособность профессионалов среднего звена и обеспечивает увеличение занятости на рынке труда. Еще не получив дипломы, эти ребята уже специалисты. Мурат Хочбаров, к примеру, этим летом даже подрабатывал электриком. Лучших студентов колледжа уже приглашают на работу в Россети. Оборудование одно из самых дорогих и инновационных на Северном Кавказе, если не по всей России. Вот каждый новый семестр оборудование обновляется, завозятся новые материалы для работы. И вот недавно завезли оборудование, которое обошлось около 5 миллионов. Вот. А это оборудование позволяет работать, заниматься монтажом уже намного быстрее. Процесс происходит, и ты понимаешь, что ты делаешь, показывает ошибку, и как устранить эту ошибку. А это последняя из новых 3, но, пожалуй, самая интересная аудитория. Работа, связанная с электричеством, опасна, поэтому здесь первокурсников учат не только тонкостям работы с электросетями, но и тому, как спасать коллег в случае поражения электрическим током. Это симулятор оказания первой медицинской помощи. Я сейчас произведу 2 действия по оказанию медицинской помощи при ударе, то есть при поражении электрическим током. Вот смотрите, обратите внимание на данную красную лампочку. Это означает то, что неправильное положение головы. То есть мы голову укладываем правильно, загорается у нас зеленого цвета лампочка. При поражении электрическим током первое, что необходимо сделать, это расстегнуть пояс. Мы сейчас с вами произведем данное действие, и у нас загорится зеленого цвета лампа. Все мастерские, открытые на базе топливно-энергетического колледжа, уникальны для нашего региона. Преподаватели уверены, что навыки, приобретенные благодаря новому оборудованию, позволят поднять уровень подготовки студентов на новую ступень. Зарима Ивлоева, Адам Далаков, Новости 24.